Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что случится с вами в вашей жизни с минуты на минуту, со дня на день? Загадайте, пожалуйста, на себя. И давайте вместе посмотрим, узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, потому что сейчас у нас скрыто, это очень важно, слышите, вы знаете. Ой, как красиво! Смотрите, ваш образ, и вам в ручки падает маленькая рыбка, а в голове знак победы. Хо, красиво! Очень красиво. А здесь еще и дельфин у вас. Ну надо же! Какие интересные события вас ждут. Мои хорошие, победа. Долгожданная победа, неожиданная победа. Но что-то прям замечательное произойдет, что поднимет вам настроение, что поднимет вашу самооценку, что вселит в вас веру, что вы все можете, вы совсем справитесь. И вообще, вы большая умничка, большой молодец. Прям смотрите, в левую сторону смотрите. То есть совершенно неожиданно. Как говорится, ничего не предвещало, но случилось чудо. Хотя это не чудо, это заслуженно. Это действительно заслуженно, заработано. Вы очень много усилий приложили, либо труда вложили для того, чтобы этого добиться. А эта маленькая рыбочка, которая падает к вам в руки, она непростая, она золотая. Здесь больше, знаете, с чем связано? С тем, что мечта исполнится, с тем, что желание осуществится, с тем, что наконец-таки вы добьетесь, да, получите то, чего так долго хотели, просили, может быть, искали, на что надеялись. Да, вы не смотрите, что она маленькая. Она хоть и маленькая, но правда волшебная. Эта рыбочка привлечет в вашу жизнь очень много всего хорошего. Это лишь только начало. Начало исполнений ваших желаний, всех ваших хотелок и всего самого-самого прекрасного. Смотрите, куда вы взор свой направили. На большой ключ. Большой ключ. Ну, у кого-то недвижимость, ну, в прямом смысле слова, да? Ключ от дома, ключ от квартиры. А у кого-то ключ действительно к новой жизни. Вот это ощущение, что я наконец-таки на правильном пути. Либо я наконец-таки иду своей дорогой. Многое вам откроется. Многое. Может быть, даже то, что лежало у вас перед глазами, и вы не видели. А теперь вы видите, и ощущаете, и понимаете. Опять же, от этого настроение у вас поднимается. За спиной с правой стороны у вас дельфин. Ну, дельфин — это про любовь, это про романтику, это про нежность, это про такое, знаете, бережное отношение, такое хорошее, наполненное чувствами и эмоциями. Здесь либо кто-то из ваших прям близких родных проявится в вашу сторону с такой любовью, с такой теплой подачей, либо человек, который давно в вас влюблен, но по какой-то причине, например, скрывал свои чувства, либо не мог признаться вам в своих чувствах. Может быть, даже не словами, но действиями покажет глубину и полноту своих чувств. Я вижу, что вам это очень-очень понравится. Вот правда, нежность идет, романтика, нежность, забота. Ну, то, чего давно уже с вами не было. К сожалению, да, не было. Но теперь будет. Потому что дельфинчик здесь достаточно большой и прям близко-близко к вам находится. Кстати, у кого-то еще отыграется, что, возможно, человек, который где-то находится, далеко, да, признается вам в своих чувствах. Либо сделает вам какое-то романтическое предложение. Опять же, вы все разные. Но здесь по сердечку тепло разольется. Так, курительная трубка у вас здесь вышла. Ну, обратите внимание на здоровье. Дыхание, легкие,
вот эта система ухо-горло-нос. Обратите внимание, с правой стороны курительные трубки всегда указывают на какие-то патологии, либо начало, может быть, даже какого-то состояния не очень хорошего. Берегите себя, пожалуйста, вовремя реагируйте, посещайте врачей-специалистов и, конечно, заботьтесь о себе, заботьтесь о своем здоровье. И еще, если вы курите, и в последнее время ваше состояние ухудшилось, то здесь четкое указание на то, что это из-за табака, либо из-за курения. Да? Сейчас можно не только табак курить, всякие там айкосы, вейпы есть. Может быть, вот то, что вы потребляете, оно действительно губительно влияет на ваше здоровье. Может, следует либо в целом отказаться, либо уменьшить приемы вот этого никотина, либо никотиносодержащих веществ. Подумайте об этом. Понятно, что это не для всех, но тем не менее. Вот вышла эта трубка, и она у вас дымит. Это значит, что что-то происходит. Я, конечно, закрою, но вы тоже примите, пожалуйста, к сведению. Так, здесь какая-то женщина пытается у вас дорогу из-под ног прям вырвать, да, чтобы вот как дернуть половик, либо ковер, и чтобы вы упали, чтобы вы не смогли дальше пройти. Соперничество со стороны женщины. Да. Элемент даже неожиданности идет. Да? Вы не ожидаете, вы не ждете. Вы живете своей нормальной жизнью. Вам в голову не приходит, что кто-то может на вас покуситься, да? Либо на вашу дорогу, на ваш жизненный путь. Какой-то поступок идет, который может действительно застать вас врасплох. Будьте бдительны, будьте ко всему готовы. И опять же, не позволяйте себя обижать, не позволяйте. Умейте дать отпор, умейте заступиться за себя. И, пожалуйста, научитесь еще группироваться. Это очень хороший навык, который вам в жизни еще не раз пригодится. Да, поймите, что жизнь, она разнообразная. И нужно, конечно же, быть начеку. Вы вот такая расслабленная, на позитивчике, куда-то собираетесь, либо чем-то занимаетесь. И вот такая ушлая бабенка может дернуть под вашими ногами ковер, половицу и попытаться вам помешать. По крайней мере, попытка точно будет. Я ее тоже закрою, но вы имейте в виду. Так, с левой стороны. С левой стороны крючок с наживкой. Для вас, скорее всего. Да, потому что слева. Но здесь какой-то мужчина крючок будет с наживкой забрасывать. Да, мужчины разные бывают. Но здесь как соблазнить, подойти, познакомиться, либо втереться в доверие. Может быть, даже вас на что-то уговорить. Вот, будьте бдительны. Здесь мужская хитрость просматривается. Кто-то прям такой хитренький. Хитренький да удаленький. Наживочку, смотрите, я вам приготовил. И крючок, да, крючок, чтобы вы попались обязательно. Ну, мне больше идет как соблазнение, знакомство, да, поближе к вам быть, втереться в доверие. Ну, имейте в виду. Плохого я не вижу, но просто, знаете, когда все начинается с таких уловок, это как-то немножко напрягает. Хотя вы все разные, может быть, кому-то это и понравится. То есть человек не напрямую подходит, говорит, а вот каким-то обходным путем, маневром это все делает. Так, с правой стороны. С правой стороны здесь птицы, которые улетают. И с левой стороны улетают. Я так понимаю, что вы будете писать, может быть, общаться в интернете, смс-ками. Много птиц будете отправлять. Много птиц. Смотрите, ваши птицы имеют длинные крылья. А это говорит о том, что люди не сразу будут реагировать на ваши письма, на ваши послания, на ваши посты. Наберитесь, пожалуйста, терпения и не нервничайте. Ответы вы будете получать, но с какой-то задержкой. То есть не будет такого, что вы написали, и человек раз вам сразу ответ прислал. Да, возможно, придется немножко подождать. Так, и еще по поводу переписки с левой стороны. Я вижу, что вы кому-то первый раз будете писать. А может быть, это какое-то письменное обращение зачем-то, либо к кому-то. Почему-то нервничать будете. Нервничать. Зачем вы нервничаете? Все хорошо будет.
Все будет просто замечательно. Вы потом еще сами себя поругаете, что так долго ждала, что так сильно переживала. Здесь хороший результат будет после вашего обращения. Волны у вас вышли. Ну, волны — это всегда волнение. С правой стороны, ну, за что-то важное, за свое будете волноваться. Прям покачаетесь на этих волнах. Возможно, даже в течение суток, может быть, пару дней даже будете волноваться. Но волны эти пустые, там под ними ничего нет. Это чисто ваше психоэмоциональное состояние. Так, еще я вижу разговор, после которого вы можете переживать. Кто-то из ваших знакомых, либо важных для вас людей, что-то вам скажет. Ну, типа, я решил то-то, то-то. Либо буду делать так и так. Там, уеду, приеду, приду, уйду. И вы прям переживаете. Смотрите, человек по факту еще ничего не решил. Это так, знаете, на словах. Поэтому не нервничать, не переживать не надо. А у кого-то отыграется, что человек специально у вас на нервах играет. Ну, типа, вызывает вашу реакцию. Что-то там хочет проверить, посмотреть. Имейте это в виду. Здесь у вас мисочка перевернулась. Пустая мисочка, и она перевернулась. Возможно, какие-то запасы у вас закончатся, и придется бежать, искать, докупать. Ну, либо столкнетесь с каким-то дефицитом. Ну, допустим, вы что-то конкретное любите, да, какие-то продукты, какие-то товары. Вот закончились, на полках магазина закончились. И вам придется потратить время, чтобы найти то, что вы любите, то, что вам нравится. Так, еще вижу, что какая-то неприятность вас стороной обойдет. Для вас это просто фантастический момент. Может быть, вы себя мысленно уже настроили к этой неприятности, но вот правда, она вас стороной обойдет, вас и ваших близких. Может быть, вы что-то делали, может быть, молились, может быть, какие-то обряды проводили, но вас какая-то неприятность стороной обходит. И здесь вот прям целая семья выдыхает. Такие, фух, ну слава Богу, как хорошо. Прям порадуетесь, все вместе порадуетесь. В венце у вас человек в поклоне застыл, перед вами кланяется. Ну, у одних отыграется, что признают вашу правоту, у других отыграется, что перед вами как извиняется, да, кланяется, извиняется. Человеку очень важно вернуть ваше расположение. Человеку очень важно, чтобы вы этот поклон приняли. А вы в полоборота смотрите на этого человека. Ну, знаете, как на обиженных воду возят. Здесь человек действительно перед вами открыт, да, раскаялся, действительно желает примирения, восстановления ваших отношений. Не будьте злюкой, простите, дайте еще один шанс. Даже за этого человека сами небеса просят. Дайте еще один шанс. Человек как исправился, либо все осознал, все понял. Действительно, теперь будет очень бережно к вам относиться. И больше себе никогда каких-то негативных моментов не позволит. Опять же, вы все разные, у каждого в своем ключе отыграется. Но тут как прям небеса просят. И говорят, дай шанс. Не ставь крест на этом человеке. Дай шанс, прости. Ну, либо хотя бы испытательный срок выдели. Да, но не отворачивайся. Так, еще у вас какая-то сороконожка вышла. Скорее всего, кому-то из вас придется где-то побегать, либо передвигаться очень быстро. Прям почувствуйте себя сороконожкой. Забеги на дальние дистанции. Либо в один день вот придется во всех местах побывать, все успеть, весь город объездить. Но вот идет такой момент. Пешком, на машине, на общественном транспорте, не важно. Важно, что очень много движения происходит. Вам, кстати, это на пользу пойдет в правой стороне. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.